Чувашлах жуышладап, чувашлах калажадап, кувал пирен юратна челихе, чун черешем хавасла, чуваш чуневал эмрлехе. В среднем каждый месяц с лица земли исчезает 2 языка, на которых говорил тот или иной народ. Сегодня в мире существует около 6000 языков, но, по прогнозам ученых, к концу нашего столетия их останется не более 1000. В число исчезающих эксперты включили и чувашский язык. Чудом сохранившийся до наших дней единственный живой язык древнейшей булгарской группы. От чего умирает язык? Ответ прост – он слабеет и уступает место более сильному. Что касается чувашского языка, то, вне всякого сомнения, вся его история была и есть борьба за выживание. Попадет ли он на этот раз в число счастливчиков? Пока еще в Чувашии звучит родная речь, и второклассница Чебоксарской школы номер 43 Ева Шахеева, старательно скрывая волнение, рассказывает собравшимся перед памятником просветителю Ивану Яковлеву сказку, написанную им около 1,5 века назад для чувашской детворы. Сармангин царчики старшимарда тумаки, он наша же пылата, хуребе щапната, шамбарня. Выдающийся деятель культуры и просвещения, организатор народных школ, педагог, создатель современной чувашской письменности, православный миссионер, писатель, переводчик, фольклорист. Не каждому народу Бог дает таких людей, как Иван Яковлевич Яковлев. Было ему немногим более 15 лет, когда он впервые задумался над тем, как помочь родному народу сохранить, отстоять и развить в условиях царизма свою культуру, язык, ведь иначе народ этот может исчезнуть на крутых поворотах истории. Таким образом определилась его великая жизненная цель. Потом он назвал это «Мое чувашское дело». Иван Яковлевич Яковлев для Чувашии величайшая фигура. Это национальный герой, национальный гений, это патриарх, это апостол и пророк. Я думаю, судьба нашего народа определена им. Архивы сохранили нам несколько бесценных кинокадров. Иван Яковлевич в кругу семьи, бывших учеников, вспоминает детство, деревню Кошки Симбирской губернии, где он родился в 1848 году. Меня взяла к себе после смерти матери семья удельных крестьян Пахомовых, когда мне от роду было дня 2-3. Фамилия и отчество были даны мне при крещении по моему крестному, крепостному крестьянину Якову Яковлеву. Живя у Пахомовых, я любил слепого дедушку Пахома. Водил его в качестве поводыря за конец палки, когда он отправлялся далеко к своим родственникам. Так как я служил поводырем дедушки и был уже хорошим работником, барановал, косил, жал, то принимались разные меры, чтобы не отсылать меня в школу. Но в конце концов меня вынуждены были туда отправить. Учиться было трудно, все преподавалось по-русски, а в числе учеников находилось более половины чуваш, ни слова по-русски не понимавших, как и я. Из школы я был взят как первый ученик в землемерное училище. После училища Яковлев работает мерщиком, переезжает из селения в селение. С болью в душе видит он нищету, отсталость, суеверие, поголовную неграмотность народа. Как вывести его из темноты, задумывается Яковлев. Он понимает, сначала надо самому получить образование. В Алатыре, где он оказался по работе, учителя уездного училища бесплатно готовят его в Симбирскую гимназию, а ему уже 19 лет.
и поступить можно только в 5 класс. Но Яковлев настойчив, тверд в своем решении. И вот Симбирск. Экзамены выдержаны. Яковлев единственный в то время в России чуваш-гимназист. Еще учась в гимназии, он решается на смелый шаг – создать чувашскую школу. Собирает ребят, подыскивает для них общежитие. Чтобы содержать их, зарабатывает уроками у купцов и чиновников. Сам занимается с ребятами. А в следующем году Яковлева Ивана, который при отличном поведении оказал весьма удовлетворительные успехи из всех методов гимназического курса, удостоит награждения золотою медалью, единственного из всего класса. Теперь университет. Планы Яковлева обширны. Самое насущное – создать чувашскую письменность. Ведь она так необходима. Как сейчас трудно чувашским детям учиться. Да и можно ли поднять культуру народа, не опираясь на родной язык? В университете Яковлев находит единомышленников. При содействии профессора Ельминского он работает над созданием чувашского алфавита. Кропотливо изучаются диалекты, особенности чувашского языка. Отбираются звуки, общие с русскими. Выделяются специфические чувашские звуки, для них находят обозначения. И вот первый чувашский букварь. А Яковлев возвращается в Симбирск в должности инспектора чувашских школ. С большими трудностями удается добыть средства на покупку зданий для школы. Теперь можно развернуться. Симбирская чувашская школа становится центральной, педагогической. Программа дарах, онда шеремиге предметкене, учредительне гадарленжене. Варажамба на Иван Яковлевич Каланович Амиширна. Симбирская чувашская школа – это орган государственной жизни, науки и цивилизации. Пора в чувашский государственный профессиональный учебный заведение, кем я был дарна. Учительский институт, институт ветеринарный, технический и университетский. И вот, пожалуйста, сейчас жив нелегально. Вот, а революции тенех, и мир терпеть на дарах. Меня даже олтама сюда Париж аварензит, Парижский университет аварензит на время. Символ Степан Акимов, Иван Яковлевич ученики. Симбирде чуваш школе не аварензит дохнугисен. Тебри Роман Иванов, Берлинский университет подерна. Тебри Варшавский университет подерна. Яковлев смело соединяет школьное образование с трудом в мастерских, в сельском хозяйстве. Он стремится воспитать из своих учеников гармонично развитых, всесторонне образованных людей. Вводит широкое музыкальное образование. Хоры и оркестры школы лучшие в Симбирске. Силами школы ставится опера «Иван Сусанин». В классах часто звучат стихи русских поэтов. Любовь к русской культуре Яковлев воспитывает в учениках с первых же уроков.
Сам пишет для детей сказки, короткие рассказы. Переводит на чувашский язык с других языков и своих учеников привлекает к этой работе. Из их среды вырастают талантливые писатели, композиторы, артисты, ученые, общественные деятели. Симбирская школа притягивает к себе все лучшее, что есть в чувашском народе. А в чувашских деревнях Поволжья уже многие сотни школ, созданных Яковлевым. И во всех его ученики. Грамотный чуваш уже не редкость. Яковлев в школе юморлихе, яланлыха, малашлых валиде, вол пирнжин эталонбек төслих. Вол хый элита вренде пизе шутламан был. Между дезесни вол пуян ачизник на пуштар зельмен, анжах осхагл энжин. Чуваш осхаглен элиты не пуштарна. Щине чуваш абухса юстерне. Среди ребят не только чуваши, но и русские, татары, мордвины. Слова Яковлева «русские», «чуваши», «татары» – все одно, люди, глубоко западают в сознание учеников. И еще одна мечта – женское отделение. Руководит женским классом Екатерина Алексеевна, жена и верный помощник Ивана Яковлевича. Сам Яковлев непрерывно подвергается преследованиям. Он, Яковлев, хочет чувашить, а чуваш нужно русить, требует епископ Палладий. Ныне у нас Бог знает, что делается на Руси. Грузины, осетины, татары, все лезут учиться, и каждый по-своему. Нужно по-русски. Другой епископ Никандр пишет на Яковлева тайный донос в Святейший Синод. Яковлев – пестун инородческой обособленности, просвещенный охранитель родных племен. А попечитель Казанского учебного округа Спешков в 1903 году извещает Яковлева: «Вашей должности больше нет. Она уничтожена». Ценой колоссальных усилий, бесконечной борьбы Яковлеву удается спасти школу. Все дело чувашского просвещения. Из стен школы выходят сотни яковлевских питомцев. «Будь всем, кого чувашам не хватает», напутствует он молодых учителей. Здесь, в Симбирске, в окружении взрослых детей и супруги Екатерины Алексеевны, Иван Яковлевич диктовал текст своего завещания. «Берегите семью, в ней опора народа и государства. В семейном счастье защита жизненных испытаний. Берегите целомудрие, бойтесь вина и соблазнов». В напутственном слове выпускникам школы он советовал завести непременно семью, иметь много детей. Он думал о сохранении и усилении генофонда нации. Яковлев полагал, что чуваши должны приобщиться к христианству, так как именно религия может стать важным связующим звеном между разными национальностями. Ему хотелось дать своему народу переведенную на общепонятный чувашский язык Библию. К 1911 году ему удалось выпустить около 2/3 полного собрания библейских книг, плод коллективного творчества птенцов Яковлевского гнезда. С детства мне говорили моя мать и мои знакомые, которые к нам приходили, верующие, когда читали молитвы, что эти молитвы переведены с помощью Ивана Яковлевича, его трудами, его учениками. Поэтому я с детства был благодарен ему, что мы имеем именно на своем родном языке эти молитвы, по той простой причине, что это молитвы на чувашском языке, они на родном языке, они умиляют душу, они понятно доходят до сердца. И я считаю, что наш чувашский народ один из счастливейших народов. Почему? Потому что мы среди
многих, даже среди русских, только мы имеем на своем родном языке эти молитвословия. Даже русский народ не имеет на своем родном языке, потому что все богослужения проводятся и молитвы все, пока мы читаем на славянском языке. В XX веке достигнута всеобщая грамотность чувашского народа. По числу лиц со средним образованием чуваши ныне опережают многие народы России. Многое из системы организации двуязычной национальной школы, разработанной Яковлевым, и из опыта Симбирской чувашской учительской школы вошло в общеобразовательную и профессиональную школу Чувашии. Выдающийся педагог-просветитель и по сей день остается учителем для многих. Среди чувашских педагогов достойным продолжателем его дела является Геннадий Никандрович Волков, родоначальник ряда идей национального образования в России. Владея многими тюркскими языками, Волков обосновал духовно-нравственное единство русского народа с тюркскими. Получила государственное признание его этнопедагогическая концепция национальной школы. Он подготовил более 100 докторов и кандидатов педагогических наук из представителей более 30 национальностей России. Его ученики, в свою очередь, на местах возглавляют направление этнопедагогики. В основе воспитательного процесса должен лежать материнский язык. Это учение Яковлева неустанно повторял профессор Геннадий Волков. Страшные притеснения языка начались сразу после войны. В связи с аттестатами зрелости, русское сочинение, совершенно игнорирующее чувашское, мысль, самостоятельность, все отвергалось, только язык, знание языка. И люди теряли возможность поступить в институты. А затем русская культура, великая культура, но она не является самодостаточной. Чувашская культура интересна отсутствием насилия, толерантностью, уживчивостью, уступчивостью. Это же удивительная культура. Может быть, в мире немного таких народов, которые являются носителями такой великой гуманистической культуры. В 1971 году в Чебоксарах проходила научная сессия, посвященная столетию новой чувашской письменности. На этой сессии Волков выступил с докладом, где он позволил себе критику в адрес тех, кто определял политику в области образования и в области идеологии. И он явно намекал на то, что вот эти люди игнорируют заветы Яковлева. Больше работают на себя, чем на свой народ. Обращаясь к участникам конференции, призывая интеллигенцию, учительство Чувашии, следовать примеру Яковлева в служении своему народу, он закончил свое выступление словами «Вперед к Яковлеву!». Впрочем, даже и судьба Волкова и Яковлева в какой-то степени сложилась одинаково. В свое время Яковлева по инициативе его же собственных учеников сняли с должности руководителя Симбирской чувашской учительской школы и даже изгнали из его родины города Симбирска. Аналогичная история случилась и с Волковым. Чувашская республика всегда руководствовалась позицией, что успехи республики обусловлены межнациональным и межрелигиозным миром и согласием. Государство поддерживает чувашский язык на уровне республики. Он является в республике государственным наравне с русским. Сегодня в республике чувашский язык как родной преподается в 344 чувашских школах и как государственный язык в остальных. Чувашский язык изучают как предмет в высших учебных заведениях. На чувашском издается учебная, художественная и публицистическая литература, выходят газеты и журналы, ведутся радио и телепередачи, функционируют театры. По статистике на чувашском языке говорит более 1 миллиона человек. В мире таких языков всего 5%. Для Европы чувашский крупный, большой язык. Но на деле все не так. Ситуация такая: половина чувашей республики проживает в городах. В Чебоксарах это 63% населения. Однако лишь 1-2% городских чувашей разговаривают со своими детьми на родном языке, то есть язык практически не передается следующему поколению. Во-первых, большинство боится того, что ребенок не сможет выучить русский язык, если дома с ним разговаривать по-чувашски.
Во-вторых, городские школы функционируют только на русском языке. А что происходит на селе? Ведь принято считать, что родной язык сохраняется прежде всего в деревне. 40% чувашей в республике проживают в деревнях. До 2006 года преподавание в сельских школах, по крайней мере в начальных классах, велось на чувашском. Родители также говорили со своими детьми на родном языке. А что случилось чуть более 10 лет назад? Появился ЕГЭ, появилась исключительная важность знания русского языка. Да, в России представитель любой национальности обязан знать русский язык, и это нормально. В то же время никто не обеспокоился тем, что при этом надо сохранять и родной язык, что он никак не мешает изучению русского. В итоге случилось так, что некоторые чувашские семьи даже в деревнях начали общаться с детьми преимущественно по-русски. В тюркской языковой семье древнейшей формации, где чувашский язык является единственным живым языком булгарской группы, остальные языки группы известны только по немногочисленным эпитафиям, то есть они являются мертвыми, и к ним в скором будущем может присоединиться чувашский. 25 апреля, в День чувашского языка, один из интернет-ресурсов республики проводил анонимный опрос. Общаетесь ли вы на чувашском языке? Всего в нем приняло участие 657 человек. Результаты оказались вполне ожидаемыми. А далее участники опроса бурно обсуждали проблему изучения чувашского языка в школах республики. И здесь звучат абсолютно полярные мнения от «как можно не любить свой язык» до «где за пределами республики этот язык нужен?». Многие вспомнили, как сами учителя говорили школьникам, мол, учите русский, ибо с чувашским языком дальше канаша не уедешь. Особо острый спор вызвали уроки чувашского языка для учащихся русских и других национальностей, вывод к которому пришли участники форума. Надо пробуждать интерес к изучению языка, а не навязывать его, так ему только навредишь. И не надо заставлять русских учить чувашский язык. Сами выучат, если мы не будем стесняться своей культуры. А нам есть чем гордиться. 25 апреля 2018 года исполнилось 170 лет со дня рождения Ивана Яковлева. В эстафету торжественных событий включились все регионы, на территории которых вот уже несколько веков проживают представители чувашской национальности. Чествовали патриарха и учителя, указавшего родному народу дорогу в будущее, дорогу к просвещению, в цивилизованный мир. Праздничные торжества с участием официальной делегации Чувашской республики прошли и на его родине. В селе Кошкиново-Тимбаево, где родился Иван Яковлев, в школе учится 12 детей. Из самого села и из соседних деревень еще 2 человека. А школа рассчитана на 300 человек. Остальные школы чувашской диаспоры тоже на грани исчезновения. 100 лет назад в Башкортостане работало 98 чувашских школ. Ныне их осталось не более десятка. То же самое в Ульяновской области. В Самарской области 10 лет назад было 68 общеобразовательных школ и 4 воскресные школы. Несмотря на огромные усилия Самарской чувашской культурной автономии сохранить их, число школ уменьшается, как шагреневая кожа. В Казани есть чувашская воскресная школа. Татарские дети с удовольствием изучают чувашский язык. А чувашским не надо, их родители не пускают. Ситуация очень сложная, и если чудо не произойдет, чувашский язык превратится в библиографическую редкость, в чувашско-русский словарь. Уместно тут напомнить, что в свое время Яковлевская методика национальной двуязычной школы Министерством народного просвещения была признана пригодной и для других народов, живущих в юго-восточной России. Умеем ли мы учиться на своих ошибках? После закрытия Чувашской симбирской школы великий старец писал: «Жив я, но умерло мое детище. Бесчувственно уничтожено великое дело, которому именно теперь, во время народовластия, следовало бы цвести и развиваться». Увы, колыбель просвещения и сегодня не стала центром реализации национальных интересов более чем 100-тысячного чувашского населения Ульяновской области. Кадры, подготовленные в школах
Ивана Яковлевича Яковлева стали проводниками его идей во многих школах, уголках не только Чувашской республики, но и всей Российской Федерации. В современных условиях развития российского государства творческое наследие патриарха чувашского народа имеет особое значение. 24 июля 2018 года Государственная Дума России приняла закон об изучении родных языков. По данному закону изучение в школах национальных языков станет необязательным. Родители имеют право свободно выбирать с учетом мнения ребенка, изучать ли ему национальный язык региона, в котором он живет, или нет. Родные языки будут сохранены в обязательной части программы в устной форме. 3 августа президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон. Но 15 августа, побывав на молодежном образовательном форуме «Машук» в Пятигорске, глава государства сделал очень важное, можно сказать, знаковое, особенно для национальных республик, заявление. Участники форума рассказали ему о своих проектах по сохранению языков. Владимир Путин отметил, что это очень важно, потому что каждый год в мире пропадает большое количество языков и наречий, литература исчезает. Он призвал возродить программу сохранения национальных языков в стране. Еще в советское время у нас целые программы были по сохранению языков народов Советского Союза. Сейчас, конечно, нужно все возрождать. Язык умирает вместе с его последним носителем, и поэтому опасность грозит прежде всего народностям, не использующим письменность. Чуваши – слишком древний народ, который прошел все огни, воды и медные трубы истории. Такой народ должен сохранить лицо и свой род. В Чувашии и диаспоре письменный язык един, литературный, богатый, чистый. Эту проблему еще в XIX веке удачно решил просветитель Иван Яковлев. А нам нужно только продолжать его чувашское дело. Икамранда малара, эпаян варандам, выроните эпхамах, майласа пыштардам, шовандам себе шуба, тахандам тумландам, геджекси мислейкаба, джедекси не шубардам, шинеги шине эпхамах, чашек чирок шурам, чихсинеди эпхамах, абад помадухрам, а не теленде трать, нимде анамаза, эпхамах тезега. Вылману шрамаза, эзанеман анджар, ишлеме перете, эбхат печик пепкемар, эбхат пейзик эндя.